В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района. Так, 8 июня в милицию обратилась женщина. По ее словам, девушка и парень представились сотрудниками биржевой компании «Форекс». Молодые люди пообещали от 40 до 50% прибыли от денежных вкладов. Тем самым они, завладев 1 миллионом 615 тысячами 900 сомов, через терминалы скрылись. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество». Оперативники службы криминальной милиции УВД Первомайского района задержали подозреваемую. Ее оказалась гражданка 2001 года рождения. Ее водворили в ИФС ГУВД Бишкека. Также был установлен парень. Гражданин проходит свидетелем. В данный момент проводятся следственные действия, по итогам которых будет дана юридическая оценка его действиям. Помимо этого, в ходе следствия в милицию поступило 35 аналогичных заявлений. Сумма ущерба устанавливается. Планируется, что в ближайшее время система «Безопасный город» будет фиксировать такие нарушения правил дорожного движения, как непристегнутый ремень и использование сотового телефона во время езды. Об этом сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев на брифинге в правительстве. Если бы тонировка была введена, то камеры не смогут фиксировать такого рода нарушения, сказал он. Отвечая на вопрос о тонировке, Асрандиев сообщил, что правительство приходит к мнению, что введение тонировки нецелесообразно. Во-первых, с точки зрения вопросов безопасности, есть ряд аргументов со стороны правоохранительных органов о нецелесообразности введения тонировки на передние окна, поскольку это повлияет на обеспечение безопасности, обеспечение полноценного функционирования системы «Безопасный город». В Кыргызстане на утро 12 июня было выявлено 37 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усинбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу. По его словам, они были выявлены в Бишкеке 19 случаев, в Чуйской области 13 случаев, в Ошской и в Баткенской областях по 2 случая и в городе Ош 1 случай. За последние сутки было проведено 2866 лабораторных исследований. Результаты 37 вышли положительными. Таким образом, на 12 июня в Кыргызстане подтверждено 2166 случаев коронавируса. Уроженка Кыргызстана и действующая чемпионка UFC в наилегчайшей весовой категории Валентина Шевченко начала тренироваться после восстановления травмы. Сейчас она со своим тренером Павлом Федотовым и сестрой Антониной Шевченко находится в городе Хатхорн, штат Невада, США. На 6 июня у Валентины Шевченко был запланирован бой против Джоан Калдервуд на турнире UFC 250 в Австралии, но она попросила перенести поединок и сделала операцию на колено. Антонина Шевченко 31 мая провела бой против Кэтлин Чукагян и уступила решением судей.